Глубокое знание истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию позволяет делать верные выводы из прошлого. Международный исторический диктант на тему Великой Отечественной войны провели в 90 странах мира, в том числе и в Абхазии. Для каждой страны, в которой проходила акция, были подготовлены 5 вопросов, отражающих вклад страны в Великую Победу. В Абхазии в составлении вопросов участвовали преподаватели АГУ, сотрудники АБЕГИ и учителя. Акция, которая уже имеет долгие традиции в Республике Абхазия, пользуется популярностью. В этом году, в преддверии 80-летия Великой Победы, мы наблюдаем широкую географию этой акции в Республике Абхазия. Мы хотим особую благодарность выразить и признательность выразить Абхазскому государственному университету, АБЕГИ, Совету представительства Российского исторического общества Республики Абхазия за те 5 уникальных вопросов, которые в рамках диктанта Победы были подготовлены для участников диктанта Победы. Международная историко-просветительская патриотическая акция «Диктант Победы» проводится в России с 2019 года по инициативе Организационного комитета партии «Единая Россия». В Абхазии акция стала традиционной. Ежегодно в ней принимают участие большое количество людей, независимо от возраста и профессии. Координатором «Диктанта Победы» в Абхазии выступает представительство Россотрудничества. Я узнала про данный проект от своего учителя истории, которая по совместительству является моей классной руководительницей. После этого я очень заинтересовалась этим проектом и решила поучаствовать в нем. В школьной программе мы подобные темы не проходим, касаемо казахской диаспоры и подобных вопросов. Буквально 5 вопросов касаемо этого были сложные, все остальные нормальные. Про Абхазию, в каком году был поставлен памятник неизвестному солдату в городе Сухум, также кто является первым героем Советского Союза и подобные вопросы. В этом году акция проводится на 9 площадках и охватит все районы республики. В ней примут участие более 350 человек. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания разнообразны, от вставки пропущенных слов в тексте до определения автора поэмы о войне по отрывку и узнавания города, событий или имени героя военных действий. Победителями станут те, кто правильно ответил на все вопросы теста. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут награждены дипломами и ценными призами. Сегодня я побывала на диктанте Победы, мне очень понравилось, я узнала для себя много нового. Также было множество интересных вопросов, на которые я ответила. Также очень жду результатов, ведь я, правда, занималась, старалась, искала информацию, было очень полезно и мне понравилось. С каждым годом география патриотической акции «Диктант Победы» расширяется, количество участников растет. Цель проведения акции – привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти, повышение грамотности и патриотического воспитания молодежи. Кундашоу Араму Камки, Абхазское телевидение.